Футбол, который больше, чем просто спорт. На каждом участке поля азарт, эмоции и настоящая борьба. В Махачкале прошел ежегодный турнир среди сахурских команд. Его приурочили к 80-летию Великой Победы. Участие приняли 16 дружин. В составах игроки, проживающие в разных уголках региона и страны. И цель турнира – это объединение малочисленного народа сахурского. У нас участвуют команды не только из Сахурской долины, также и проживающие здесь, в пригородах Махачкалы, Чубе, это Хушет и так далее. Также у нас ежегодно приезжает 1-2 команды из региона России. Это у нас были участники с Ростова и в этом году из Астрахани. Также в этом году была команда, это выходцы Азербайджанской республики, села Ахези, которые тоже собрали свою команду. Они проживают в поселке Хушет. Это один из уникальных мероприятий, футбол, который проводится ежегодно, потому что нас объединяет весь молодежь сахурский. Очень идеальное, хорошее мероприятие, дух и воспитание патриотизма, потому что мы каждый раз проводим, касается Великой Отечественной войны, потому что они тоже знали, что это одна из великих побед, которой мы гордимся и будем гордиться. А так молодежь всегда поддерживает, всегда за, и очень рад за то, что проводятся такие мероприятия. Футбол был разный, техничный, порой жесткий и в то же время красивый. Голы, сейвы вратарей и острая игра, но главное – уважение между соперниками. Спортивный праздник проходил и вне поля. Традиционный плов, общий стол и улыбки. Наверное, чтобы Аллах всех, тех, которые приехали, объединил всех братьев, чтобы вместе дружили, сплотились. Безусловно, важность этого мероприятия неоценима, так как на сегодняшний день сахурский народ разбросан по всей России. Несмотря на свою малочисленность, сахурцы есть везде, даже в Магадане. Поэтому это носит объединительный характер. Узнаем друг друга, узнаем своих предков, находим родственников. Общаемся на родном языке. Финал как отдельный спектакль. Без голов, но с каждой минутой напряжение росло. Микик поймал момент в самой концовке и открыл счет 1-0. За несколько минут до конца встречи Карадаг рискнул. Команда стремилась отыграться, но пропустила второй мяч. 2-0. Тяжелая и заслуженная победа Микика. Турниры уже ежегодно проходят. Каждый год игры всегда очень интересные. Очень сильные команды. Всегда азарт и всегда желание победить присутствует. С каждым годом атмосфера, на мой взгляд, все лучше, все больше людей приходит, за счет этого больше и интереса к этому. Поэтому, мне кажется, атмосфера тут просто игра в футбол называется атмосфера. Микик чемпион. Победители увезли домой кубок, медали и главный приз 50 тысяч рублей. На втором месте Карадаг, на третьем Хатай-Спор. Каждая команда получила заслуженные награды, а лучших игроков отметили индивидуально. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ.